Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на мужчину. И мы с вами посмотрим, кем он видит вас в своей жизни. Загадайте, пожалуйста, на мужчину. Назовите его по имени, обратитесь к нему мысленно либо вслух и спросите: милый, дорогой, кем ты видишь меня в своей жизни? Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ничего себе. Давно я такого не видела. Мои хорошие, вы все разные, да? И мужчины у вас у всех разные, отношения у вас у всех разные, отсыпка у нас общая. Но, тем не менее, если вы зашли на эту отсыпку, здесь для вас полезная информация. Чужого не берите, но и свое, пожалуйста, не упускайте. Здесь вас показали как двух борцов, да? Вы оба очень крутые, у вас и у мужчины невероятные такие бойцовские качества. Вы борцы по жизни, вы победители, и он, и вы победители. И вам очень сложно друг другу как уступить, либо с друг другом согласиться. Каждый за себя, либо тянет на себя, вот как перетягиваете вечно канат. Понятно, что мужчина по противности вас немножко опережает. Вы меня простите, но вот вижу, что характер у него, конечно, попротивнее, чем у вас. Хотя вы такая, вам тоже палец в рот не клади. Вы за себя умеете постоять. Он, значит, смотрите, чем больше таким дурным характером берет, а у вас больше как ментальность развита. Ментальность, то есть вы, простите, но скажи как есть, да, вы умнее, чем он. Вот, он, конечно, брутальный, но вы умнее, чем он. Но смотрите, мужчина, конечно, хоть куда. Красавчик, да, красавчик, харизматичный и умеет от жизни брать свое. Человек, который просто настроен на результат, на победу, причем победу любой ценой. Нужна ему эта победа, не нужна ему победа, не важно. Важно, чтобы он был самый лучший, самый главный, да, самый крутой. Вот. И из-за этого он очень часто попадает в очень нелепые ситуации, либо даже в очень серьезные проблемы. Горячий, он невероятно горячий. Вот смотрите, у него невероятно горячее сердце, а у вас горячая голова. Да? Горячая точка — это голова. Вы очень умная женщина, невероятно умная. Вам бы, я не знаю, других бы обучать, да, мемуары писать. Вы очень невероятно умная женщина. Кстати, почему-то себя в этом плане недооцениваете. Хотя ваше окружение, они все просто в диком восторге от того, какая вы есть. Ну, а кто поглупее, те очень сильно завидуют вам на самом деле. Так, ну вернемся к мужчине. Мужчина, кстати, ваш из проблем не вылазит. Но благодаря этому своему противному характеру постоянно, вот только с одной проблемы выпутался, в другую попал. А иногда ухитряется сразу одновременно в несколько проблем, да, в несколько замесов попасть. Ну, есть такое, у него есть. Ах, кто вы для него, кто вы для него? Жена вы для него. Настоящая, либо будущая. Вот он вас так воспринимает, вы его женщина. Вы его женщина, вы его вселенная. Не всегда он вам об этом говорит. И даже я готова поклясться, что в последнее время складывается совершенно другое мнение. Да, вот он так себя ведет, либо так поступает, что кажется, что он прям совсем эгоист, совсем равнодушный и совсем вами не интересуется. А я вам вот что скажу. Это его такой дурной подход. Он вас таким образом пытается, как не знаю, приручать, воспитывать.
Ему очень хочется, чтобы вы ему покорились. А поскольку женщина, вы умная, вы не будете ему покоряться. Да? Вы не будете покоряться тому, кто глупее, чем вы. Вот и перетягивание каната у вас получается. Знаете, какое слабое место у вас, ну, по мнению высших сил? Вы немножко не уверены в себе. Вам бы побольше, хоть капелюшечку больше уверенности в себе, девчонки, вы бы этот мир покорили. Вот серьезно вам говорю, вот как есть говорю. Плюс вижу, что вы отрицаете в себе какие-то способности, либо какой-то дар. Опять же, вы все разные, у каждой свой дар, у каждой свои способности. У кого-то врожденные, у кого-то по роду переданные, у кого-то добытые, да, добытые на протяжении жизни. Так тоже иногда бывает. Люди могут со временем, с опытом входить в разные состояния и быть ближе к тонкому миру, чем все остальные. Вот вижу, что у вас что-то есть. Оно вас ведет, оно вам пытается подсказывать, но вы в себя не всегда верите, либо сами себе не всегда доверяете. А это плохо, девочки. Это очень и очень плохо. Вот, если вы эту тему проработаете, ну это так, немножко отвлекусь, да, если вы эту тему проработаете, ну поверьте, ваша жизнь очень круто поменяется, и вы еще и сможете другим помогать, давая советы, давая подсказки. Вы умеете увидеть, рассмотреть то, что не дано видеть другим. Понимаете, вот есть у вас такое, есть, а вы его отрицаете. А вы понимаете, что это путь в никуда. Отрицание — это вообще путь в никуда, чтобы вы для себя вот это учли и немножечко над собой поработали. Вам это надо. Опять же, вернемся к мужчине. Мужчина вас сейчас может провоцировать на злость и на ревность. Мужчина может сейчас даже уходить в себя, в молчанку и даже отворачиваться. Ему очень важно, чтобы вы прогнулись. Звучит некрасиво, но для него это как цель номер один. Вот ему хочется, чтобы вы ему покорились, чтобы вы такая пришли к нему, не знаю, там, сели у его ног, положили бы голову на колени и сказали: ну вот, милый, я ваша навеки, делай со мной что хочешь. Понятно, что вы так никогда не сделаете. Это, в принципе, против ваших правил, против всей вашей конституции. Да, никогда вы на такое не пойдете, ни ради одного мужчины вы такое не сделаете. И это правильно, вы себя цените, вы молодец, вы себя уважаете. И никому не дадите об себя ноги вытирать. А вот он этого не понимает. Он считает вас строптивой. Он считает, что вы пытаетесь им там крутить, манипулировать, я не знаю, там под себя подминать. Хотя, по сути, это именно он этим занимается. Именно он. Ну, тут, знаете, превратности характера, может быть, превратности воспитания, может быть, пример такой перед глазами был, либо как культура на него так влияет, той местности, где он родился, вырос. Здесь много может быть разных причин. Вот. Чего вам важно дождаться? Вот если вы его хотите и хотите быть с ним, чего важно дождаться? Желание меняться. Желание меняться ради вас и подстраиваться под вас. Это желание, оно у него вон за 2 периода времени, то есть 2 недели, 2 месяца, но не более чем 2 месяца. Вот такое желание у него появится. Я вижу какое-то событие, которое похоже, ну, как на временную разлуку. Да? Опять же, не хочу вас пугать, не хочу вас расстраивать. Может быть, так сложатся обстоятельства, а может быть, вы действительно друг друга так разобидитесь и друг от друга отдалитесь. Вот идет временная разлука, очень болезненная для мужчины и дарящая крылья вам. То есть вы, наоборот, себя как-то посвободнее почувствуете, а может быть, вы, ну, не знаю, куда-то полетите, поедете, там, с собой будете заниматься. То есть для вас это как момент свободы, момент вот отвлечься, что-то для себя сделать. А для него это момент адской боли, тоски, одиночества и самых страшных, невероятных мыслей в его голове. Вот прожив эту разлуку, ваш мужчина, он начнет трансформироваться, он начнет меняться. До него наконец-таки дойдет, что не важно, кто в отношениях главный, и не важно, чтобы женщину под себя, да, прогнуть, не важно, чтобы женщина покорилась. Важно, чтобы любимая позволила мне быть рядом с ней. Вот это с ним произойдет. Хотите верьте, хотите нет, но этот мужчина очень сильно поменяется. Поменяется его настроение, поменяется его отношение. И даже в каких-то моментах поменяется его характер.
Не буду обещать, что прям целиком и полностью, на это, возможно, годы уйдут, годы, десятилетия уйдут. Но, тем не менее, я вижу, что ради вас он будет меняться. Это неизбежно. Кстати, у кого-то такая отыграется, что здесь тайный замысел судьбы, чтобы этому горячему товарищу немножко тут спесь сбить, в пару дали вот такую невероятную женщину, как вы. Да, дали любовь к такой невероятной женщине, как вы. Чтобы ради вас он поменялся. Да, захотел и поменялся. Потому что без желания нельзя заставить человека меняться. Если нет желания, человек не поменяется. А если желание возникает, человек начинает над собой работать. Плюс я вижу, у кого-то есть еще проблема с этим мужчиной, его дурные привычки. Опять же, дурные привычки бывают разные. У кого-то мужчина азартный, у кого-то пьющий, у кого-то гуляющий. Давайте уже говорить как есть, да, все разные. Вот. От этой привычки этот мужчина тоже должен избавиться. Для того, чтобы у вас была идиллия, для того, чтобы вы сошлись действительно вот в одном порыве, в порыве вот пары, да, в порыве любви, мужчина действительно должен очень сильно поменяться. Так, что еще вы должны знать? Кем он еще видит вас в своей жизни? Опять же, это где-то на уровне бессознательного. Вы для него учитель, вы для него проводник, вы для него ведающая, да, ведающая, все знающая, все умеющая, дающая ему ценные знания, ценные подсказки. Вы как будто бы его ведете по жизни, открывая ему глаза на то, что как неведомо, недосягаемо, неосягаемо его мозгом. Вот это тоже происходит. С одной стороны, в сознательном его это раздражает. Ну, конечно, мужика раздражает, что женщина умнее. А на подсознательном мужчина, конечно, этому очень рад. Вот у него все там записывается. Да? Запись 24/7. Что она сказала, как она сказала, какие слова она использовала. Да? Вот прям все это у него там на подкорочке записывается. Да, смотрите, какая вы для него ценная женщина. Не могу сказать, что роковая, но ценная это 100%. Я не вижу от вас ему какой-то угрозы. Скорее, это он, как такой, знаете, раздражитель. Да? Он иногда вас очень сильно доводит. И вы из-за него даже иногда плачете, из-за его каких-то поступков, поведения. Вот это я вижу. А вот чтобы он из-за вас, нет, такого нет. Но вы этого и не позволите. Вы очень хорошо воспитанная женщина, и для вас каждый человек важен и ценен. А вы, в принципе, против, да, таких методов и способов. Вот я вижу, что вас через эти 2 периода времени вместе с этим мужчиной ждут грандиозные события. Во-первых, он идет к вам с рогом. Во-вторых, он идет с какими-то важными словами, и еще какой-то подарок вам будет преподнесен. То есть здесь мужчина, конечно, будет в ударе. Что делать вам? Да ничего не делать. Просто дождитесь. Просто дождитесь. Живите, девочки, занимайтесь собой. Мужчина должен все понять сам. Он должен захотеть стать вашим медведем, да, защитником, добытчиком, хранителем. Да. Он должен этого захотеть, и он должен ради этого еще и поменяться. Потому что не каждый может стать медведем. Не каждый, к сожалению. В сегодняшнем состоянии этот мужчина абсолютно не медведь, он больше похож на этого, знаете, волка-одиночку, да, который вот шастает там по лесам в поисках непонятно чего. Да, но должен стать со временем медведем, большим и добрым. Знаете, как говорят, все самое интересное между вами у вас впереди. Но вот правда, дождитесь эти 2 периода, эти 2 недели, либо эти 2 месяца. Здесь конкретным образом все поменяется. Поменяется настолько вот в лучшую сторону, что вы впору будете удивляться, охать и ахать, да, кто бы мог подумать, кто бы мог предположить, да, что судьба именно туда повернет, либо таким образом сложится. Да, здесь много интересного вас ждет впереди. И еще, чтобы вы для себя знали, вашу любовь ангелы хранят. Это не просто так. Не просто так. Ангелы-хранители есть у вашей любви и у ваших отношений. Да,
Сейчас вам не сладко с ним, либо не все так просто с ним, но поверьте, в будущем все будет по-другому. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.